Почему казахский язык стал модным у детей в Южной Корее? В последние годы в Южной Корее появилась неожиданная новая мода. Об этом нам рассказала пользовательница Катерин Ли 2014. Я кореянка, которая родилась в Казахстане. Сейчас преподаю корейский язык русскоязычным деткам, живущим в Южной Корее. Тут у подростков-учеников в моде казахские слова, дети из Казахстана учат других русскоязычных детей казахским словам, и они с удовольствием их используют. Тут это в моде. Объяснила девушка. Девушка добавила, что родилась и выросла в Казахстане, но уже 10 лет живет в Южной Корее, где преподавала в корейском детском саду и школе. Сейчас она живет в городе Кенджу. Это город среднего для Южной Кореи размера. Популярный туристический центр. Очень многие казахстанские корейцы действительно отлично знают казахский язык, так что неудивительно, что они продолжают использовать его и после переезда. По словам преподавательницы, это стало небольшим трендом. Она назвала и конкретные слова, которые они используют, например, шапалак, пощечина и айжарайсон, молодец, калайсон, как ты, излюбленная. Еще любят говорить койши болды, прекрати, жарайсон, бері келді, айналайын, молодец, отлично, радость моя. Слышала, как ученик 8 класса из Казахстана учил девочку из Украины слову «кеттік» – «пойдем». Жандосом еще от них не слышала. Другие пользователи поделились своим наблюдением по теме. Моя старшая дочка училась в казахской школе в Астане, а сын не успел даже в садик походить. Поэтому сейчас в Корее сестра учит братика простым словам на казахском. Не забывай свои корни, помни, как говорится. Живу тоже в Южной Корее, девочку-вьетнамку научила говорить на казахском. Она тоже начала гореть желанием выучить язык. Каждый день приходит и учит минимум 5 слов, хорошо понимает. Несколько лет назад обедала в Кируйоне. Ко мне подошла девушка-кореянка. Прямо из Южной Кореи. Прилетела на несколько дней, одна. Выучила казахский язык, потому что он ей понравился. Английский не знает. Только корейский и казахский. Я была приятно удивлена. К сожалению, обед закончился, и пришлось с ней распрощаться. Контактами мы обменяться не успели. Надеюсь, ей понравилась поездка, и у нее все замечательно.